Это отрезок из готового монтажа ингушской свадьбы. Кортеж едет спокойно, его открывает машина стариков, за ней автомобиль с невестой, никаких нарушений ПДД и помех на встречной полосе. В общем, все цивильно. И такой видеоряд можно увидеть, просмотрев практически любой свадебный диск. Работа монтажера безупречна. А вот что чаще всего остается за кадром? Это битва за второе место в кортеже. Его считают почетными. В погоне за ним некоторые забывают обо всем остальном. И даже о безопасности здоровья и жизни людей. А вот на этом видео лихачество, не имеющее никакого смысла и цели. Дрифтеры без опыта и беспредел в поездке за невестой – уже привычное явление на ингушских свадьбах. В общем, так же, как и борьба местных властей и богословов с опасными гонками. Каждый свадебный кортеж сопровождают старики, которые еще перед тем, как выехать, дают четкую установку не нарушать нормы и требования дорожного движения, не допускать инцидентов, которые ничего общего не имеют ни с традициями народа, ни с ментальностью. Религиозные деятели такие действия называют безумием. Убеждены в намеренной порче собственного и чужого имущества. Причинения вреда людям нет места никакой нравственности и культуре. Кто даст положительную оценку этим действиям? Мы говорим со стороны религии. Расточитель является братьями сатаны. Всевышний нам привел этот пример. Во многих аятах Аллах говорит: поистине я не люблю тех, кто без пользы тратит имущество. Расточители я не люблю. Сегодня, если мы в этой жизни не имеем цель достичь довольствия Всевышнего, чего мы можем ожидать в загробной жизни, в мире вечном? Наш народ, мы все всегда отличались тем, что мы проявляли почтительное уважение к старшему поколению. Железо, эта машина, является также и орудием убийства. Сегодня сколько людей погибает в автокатастрофах. Ежедневно. Это те же нарушители, которые устраивают. Они тоже не думали, что могут стать причиной ДТП, что могут убить кого-то или искалечить кого-то. Они тоже думали, что они хорошие водители, что их машина их не подведет, то, что они могут выкрутиться из любой ситуации. Но мы же видим, сколько людей погибает на дорогах. Как только скрывается машина стариков, подъезжают они. Так сложилось, что миссию взять хвост машины невесты чаще всего выполняют отечественные легковушки, подготовленные специально для этой гонки. Эти ласточки на своем пути не щадят никого, особенно зарубежный автопром. А ведь их ремонт и приобретение запчастей редко укладывается в 100 000 тысяч. И чаще всего за беспредел вынужден отвечать дом жениха. Отсюда вытекают серьезные скандалы, которые, кстати, нередко доходят до кровной мести. Чисто поехали на свадьбу, там разбили несколько машин, выстрелили несколько оружий и все тому подобное. Потом уже приходит домой, а разбираться будет уже его отец или его дядя, еще кто-то мечтал, но не он сам. Сумасшедшая езда свадебных кортежей не единственная беда в поездках за невестой. Гонщиков дополняют на этих гуляниях неопытные стрелки. Стрельбу во время сопровождения свадебного кортежа молодые люди объясняют обычаем, который строился веками. Древнюю традицию все объясняют по-разному. То ли оберегом от сглаза, или таким образом сообщали, что невесту забрали. Правда, этот ритуал давно превратился в элемент веселья и куража. Призываю голосу разума, через призму религии, через призму наших адатов. Уважайте старших. Не делайте это, не стреляйте лишний раз и в воздух. И даже если это не боевое оружие, не надо пугать людей. В достоверном хадисе от Ибн Дауда сказано: не дозволено человеку пугать других. Когда в мечети пророк увидел одного человека, который шел с оголенными стрелами, пророк его подозвал и сказал ему: возьми их за наконечники, чтобы исключить риск кого-то поцарапать. Участвует во всем этом, естественно, молодежь. Зазорного ничего не видит. И даже находит оправдание своим действиям. Испытывают мощный адреналин, будет что вспомнить. Здесь не поспоришь, всей жизни не хватит, чтобы забыть некоторые плачевные результаты. Когда невеста попадала в больницу в собственный день свадьбы, умирали молодые девушки на пассажирских местах. Или как шальная пуля задела детей. На одной из свадеб в Малгобеке несколько лет назад огнестрельное ранение в голову получил 5-летний ребенок. Так нарушают человеческие, религиозные и федеральные законы.
И все-таки радует, сознательных молодых людей гораздо больше. И это не значит, что они не любят ездить за невестой, отдыхать и веселиться. Уверены, что всему свое место и время. Но в одном убеждены точно – погоня за драйвом не стоит человеческих жизней. Сегодня есть такие нюансы, что молодежь не умеет выбирать место и время для этого. То есть, если стрелять, то нужно стрелять в уединенном месте, где нет лишних машин, людей, сторониться от всяких, можно сказать, предстоящих бед. У нас сегодня позволяют стрелять прямо во дворе, где есть дети гуляют там. Даже от гильзы можно получить травму. Ингушские свадьбы всегда отличались своей самобытностью и красивыми традициями. Молодые ребята считают, что длинный кортеж – это эффектно и весело. Безусловно, если не забывать, что дороги для них не перекрыты, и они не единственные участники дорожного движения, и что благодаря их действиям создается впечатление в целом о народе. Диана Дударова, Магомед Дидиков, Новости 24.